От сердца к сердцу так передается любовь к семье, дому и родине. Военная династия Носовых началась в годы Великой Отечественной войны. Она заставила Усть-Илёма Дмитрия Носова заняться ратным делом. Простая любовь к Отечеству переросла в дело всей династии. Татьяна Супряткина о том, как рождается и крепнет желание следовать традициям семьи. Каникулы. Начало лета 1941 года. Мальчишки играли в футбол на соревнованиях в воскресенье 22 июня. Всюду звучали шум, смех, веселье. Вдруг в 12 часов дня из репродуктора прозвучало сообщение о войне. Это воспоминания первого добровольца из села Усть-Ильма Дмитрия Сергеевича Носова. Уже через 11 дней, 3 июля, на пароходе по реке Печора он отправился защищать Отечество. Дома остались мать, отец, братья и сестры. Первая бомбежка его настигла на станции Тосно Ленинградской области. Чудом Усть-Илём остался жив. И вот в один из своих ранений в госпитале он встретился со своим отцом, который был призван 30 января 1942 года. Это была их последняя встреча. Дедушка пропал у нас без вести в Тверской области. До сих пор никаких данных о его захоронении мы так и не смогли найти. Валентине Сергеевне, по-домашнему Валюше, было от роду несколько месяцев, когда старший брат уехал на фронт. Со слезами на глазах вспоминает их первую встречу спустя 3 года. Испытанный ужасами войны, мужественный и красивый, он приехал на родную землю. Вот я помню, мне, не знаю, может быть, годика 3 или сколько было, только что помню, как он приехал, взял меня на руки и поет. Валюшка, Валюшка, чуть повыше валенка. Валенок надуется, как пузырь надуется. Валенок раздуется, как пузырь надуется. А потом снова война. О своем боевом пути Дмитрий Сергеевич рассказал в воспоминаниях на страницах газет и книг. Как он форсировал Неву на лодке в ночь 6 на 7 ноября и как выстоял на Невском пятачке. За 4 страшных года он был 4 раза ранен и контужен. Младший лейтенант, командир пулеметного взвода Дмитрий Носов награжден орденом Красной Звезды за смелость, за малые потери и сохранение боевой техники. После войны окончил высшие офицерские курсы. Всю жизнь посвятил службе в армии. Ушел в отставку в звании капитана. Китель с наградами, который он надевал каждый день победы, хранится у его внука, подполковника вооруженных сил Носова Антона Александровича, носителя фамилии, продолжившего офицерскую династию. Но на этом и воинская династия не завершилась, она продолжилась. Его дочь является мичманом в отставке. Зять является капитаном 1-го ранга в отставке. И, конечно же, их дети, получается, внуки Дмитрия Сергеевича, тоже пошли по стопам деда и родителей. Так уж вышло, что семейный ориентир на будущее, стремление к ратному труду семьи Носовых заложила война. Потомки героя чтут память своего отца, деда и прадеда. Военная служба всегда была делом чести, школой мужества и самоотверженности. Младший в славной династии Носовых правнук Алексей. В свои юные годы он уже отдает долг Отечеству и продолжает дело своего великого прадеда. Татьяна Супряткина, Дарья Вологжанина, Олег Юшков, телеканал Юрган.